На вопросы министру Талантбеку Батралиеву записались десятки депутатов, некоторые даже дважды. Парламентарии не могли понять, почему в законе хотят заменить понятие учреждения здравоохранения всех форм собственности на формулировку организации здравоохранения, независимо от форм собственности, если принципиальной разницы по смыслу в этом вроде как нет. Более того, депутатов смутило, что в новом проекте исключается обязанность медиков лечить онкобольных в местах лишения свободы. Я смотрю на сравнительную таблицу и вижу, что вы написали закон исключительно в интересах частных клиник. Везде, где было слово «государственное», здесь уже нет. А лечение онкобольных в тюрьмах зачем убрали? Они же тоже наши граждане. Они что, не имеют права на лечение? Вы поймите, мы готовы им оказывать медицинскую помощь, но лечение раковых заболеваний в местах лишения свободы практически невозможно. Там нет условий. Лечение должно проходить в специализированных онкологических центрах. Сколько всего в стране сейчас онкобольных? Этот вопрос министру задал сегодня чуть ли не каждый второй депутат. Точного ответа главврач страны дать не смог. Министр лишь сообщил, что количество больных раком в Кыргызстане ежегодно увеличивается на 5000 человек. Спросили депутаты, разумеется, и про ситуацию в главном онкоцентре страны, в котором, как напомнил Батралиев, впервые проводится масштабная реконструкция, и который теперь объединил в себя и Центр гематологии. Аида Исмаилова поинтересовалась у министра, нормально ли это, что во дворе государственного центра находится частная клиника. Есть врачи, которые работают в нашей государственной больнице и подрабатывают в этом КАВ-центре. Вот сегодня есть это руководители, у которых дальние родственники или близкие родственники являются руководителем или владельцем частной клиники. Мы обращались, а практически это по закону ничего не сможет делать. Это законом не запрещено руководителю и врачу открывать частные клиники. Да, нет, Талантбек Абдуллаевич. И после ваших замечаний в прошлый раз... Нет, здесь сейчас вопрос в другом. В том, что врачи, работая в государственном учреждении, подрабатывают в частной клинике и отправляют своих же пациентов в частную клинику, которая находится во дворе этой онкологической больницы нашей, государственной. Если в этом будет вина врача доказана, конечно, несомненно... Но у вас никаких механизмов нету контроля, но да? это доказать трудно, поймите. По действующему закону люди, страдающие раком, имеют право на бесплатные наркотические обезболивающие. Этот пункт министр предлагает также признать утратившим силу. Не все депутаты, впрочем, с этим сразу согласились, но и без этого критических слов в адрес Минздрава было сказано довольно немало. И сейчас вопрос не стоит о том, разрешить частные или не разрешить частные. Вопрос стоит о том, что профилактической помощи у нас в стране нет. И то, что мы будем строить частные клиники, хоть онкологические, хоть кардиологические, я не устаю это повторять, это не изменит ситуацию, не снизится ни заболеваемость, ни смертность. Только профилактикой мы можем снизить эти два показателя. А почему нет профилактики? Потому что у нас нет семейных врачей. Врачи предпенсионного, пенсионного возраста, а в некоторых местах их вообще уже давным-давно нет. Надо пересмотреть оплату труда именно врачам семейной медицины. Сегодня 50% заболевших умирает. Но это же очень большая статистика. На последних стадиях люди обращаются. Опять-таки за отсутствием информации, что надо обращаться. О симптомах никто не знает. Онкология молодеет. И я вот здесь единственное хочу вам предложение сделать. Должна быть государственная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, по развитию онкослужбы. Нет такой программы у нас. И, наверное, вот в этой программе все должно быть предусмотрено. И о причинах, о факторах вызывающих, разъяснительная работа среди населения. И какое-то госрегулирование лекарственных средств должно быть. В итоге документ в первом чтении был отправлен на голосование. Свое слово «быть» или «не быть» этим поправкам депутаты скажут уже завтра. Манас Ачгитов, Александр Симонов, НТС.